Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия президент Бадрагунба прибыл на один из полигонов Министерства обороны, где проходит занятие оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом. Товарищ главнокомандующий, с участниками сборов проводится практическое занятие по изучению вооружения военной техники и их боевому применению в бою. Начальник генерального штаба генерал-полковник Савченко. Здравия желаю. Мероприятие ознаменовало начало нового учебного года в вооруженных силах и стало первым этапом зимнего периода подготовки. В сборах участвуют главы районов, руководители министерств, ведомств и других центральных органов государственной власти. Учебный процесс был организован на 5 учебных точках, где участники отрабатывали навыки обращения с различными видами вооружения и военной техники. На учебных местах были продемонстрированы элементы работы с артиллерийскими системами, минометами, тяжелыми огневыми средствами, а также обучение управлению беспилотными летательными аппаратами и координации действий расчетов. Президент Бадрагунба посетил каждую учебную точку, лично ознакомился с особенностями применения представленных образцов вооружения и техники, приняв участие в практических действиях на ряде учебных точек. Так, все, готово. Огонь! Выстрел! Вот здесь вот идет 4 тумблера, то есть позади вас. Это включается вся полностью система. Система стабилизации и система выстрела. Подводя итоги посещения полигона, Бадрагунба отметил, что подобного рода мероприятия в вооруженных силах будут только наращиваться. По его словам, такие занятия имеют ключевое значение для повышения уровня подготовки руководящего состава, и руководство страны намерено уделять им особое внимание. Плановые учения Министерства обороны. Сегодня присутствуют коллеги, главы администрации, руководители министерств и ведомств, чтобы наладить взаимосвязь между оборонным ведомством и органами власти. Мы прекрасно все понимаем, что основа нашей армии, конечно же, в случае войны это резервисты, это подразделения, которые сегодня проходят подготовку. Как вам известно, в этом году мы провели масштабные учения, в которых приняло большое количество резервистов. И именно такое боевое слаживание позволяет обеспечить обороноспособность нашего государства. Мы эту работу обязательно продолжим и усилим все необходимые взаимодействия между органами власти, Министерством обороны, резервными подразделениями, как приоритетное направление.